Добро, всем привет, это проект Альфа, меня зовут Николай Фельдман, с нами в этой студии Джамбулат Сулейманов. Приветствую, Джамбулат. Приветствую, Николай, всем ваши зрители. Спасибо, что согласились принять участие в эфире, в интервью. Для нас большая честь. Вы один из лидеров, получается, политических ичкерийского народа в экзиле, историк, кроме всего Да, прочего. историк, филолог. Да, и вы воевали в чеченских войнах. И дальше продолжаете борьбу за, скажем, за независимость ичкерийского народа. Приезжаете в Украину, встречаете здесь, я так понимаю, на высоком уровне, правильно проводите встречи? Да. У нас сотрудничество с Верховной Радой с 23 года. С начала 23 года. Угу. Это уже после того, как проголосовали некую постанову за независимость Ичкерии. Да, кстати, если интересно, мы можем об этом Конечно. поговорить? Я тоже поддерживал эту постанову. И более того, была петиция, которая долго не набирала. Да, Я петиция ее лично подталкивал рекламой, чтобы она набрала, в конце У концов. нас Белокиев занимался этой петицией. Петиция – это отдельная история. Я приехал в конце марта, начале апреля, не помню числах, 22 года, как началась масштабная агрессия против Украины. И ехал уже с целью продвижения именно, я не знал, что будет постановление Верховной Рады или же будет какой-то указ президентский, но цель была, чтобы Чечню признали оккупированной страной. И это была именно выверенная мною формулировка. Так как у нас наши политики в изгнании, они хотели, чтобы признали независимость Ичкерии. И как историк я понимал, что если этот процесс не был реализован, процесс признания Чечни в годы фактической независимости, то сейчас еще меньше шансов. И просто могу сказать, отметить наших зрителей, что он, конечно, проходил через определенные какие-то, я не знаю, этапы формирования, это само постановление, там, насколько я слышал от самих депутатов, были люди, которые составляли текст постановления. Факт, что я знаю даже поименно через каких людей, как эта формулировка легла в текст постановления. То есть автором идеи о признании оккупации Чечни являюсь я. Окей. Смотрите, хочется очень поговорить без романтизирования этой войны, потому что 5-й год ее течения, не только не до романтики. Честно говоря, морально я могу признаться, я не был готов к тому, что война будет длиться минимум уже 5 лет. Было понимание в начале войны, что минимум это на 2 года. Да. Когда уже это 4 прошло, то такого моральной готовности обсуждать ее особо нет. То есть война в моем понимании себя сильно исчерпала. И мы где-то на пороге или на грани того, что либо мы перейдем в какое-то длительное состояние, как я думаю, 3-4 года, еще она будет длиться, по примеру ирано-иракской, когда мы в какой-то степени, возможно, будем стираться друг от друга с Российской Федерацией. Возможно, это будет полезно Европе. Возможно, есть какая-то инструментализация этой войны в Европе. Да. И поскольку вы в Европе очень много общаетесь внутри европейской власти и людей, которые принимают там решения, организаций, которые влияют на принятие решений, хочется знать ваш взгляд на то, какой эта война будет, какой ей надлежит быть, и как вы в целом ее видите с точки зрения конечного освобождения, например, Ичкерии от оккупации Российской Федерации. Насколько это реалистично в целом? Как вы это видите? Николай, однозначно деоккупация Чечни, может быть, самоопределение других каких-то народов, прежде всего кавказских, поволжских, сибирских, дальневосточных, связано именно с результатами завершения этой войны. И это отдельная тема А насчет того, что затянулась война, я помню еще в начале войны, когда я приехал и разговаривал с украинцами, военными, политиками, все ожидали где-то сценарий первой российско-чеченской войны, когда в течение, как вы правильно отметили, 2 лет это будет завершено. Города, конечно, будут разрушены, мы все восстановим. Были такие надежды. А у меня после начала Второй российско-чеченской войны, зная Путина и его методы,
были большие сомнения, что война именно так закончится быстро, как по сценарию Первой российско-чеченской войны. Мгм. Были опасения, и они, к сожалению, оправдались, что война затянется. Для Чечни, для кого-то война завершилась, Вторая российско-чеченская война, для кого-то она продолжается, и есть свои аргументы, доводы и у той, и у другой стороны. Я, конечно, уверен, что с Украиной, все-таки Украина это большая страна, многочисленная нация, такого сценария не выйдет, но то, что война уже затянулась, это очевидно. Мгм. И вывод, вот, что из этого делать, ну, для меня, для чеченца, который уже учитывает и видит последствия того, к чему нас вывела чеченский народ, вот эта вторая война, полная оккупация, Да. насаждение пророссийского марионеточного режима, для меня очевидно, что любыми последними доступными силами нужно продолжать войну. Я боюсь, что вот такое заявление со стороны чеченцев будет воспринято неоднозначно самими украинцами, потому что люди же находятся, ну, у нас есть как бы моральное право, с одной стороны, мы уже прошли этот этап, а если бы не чеченец, скажем, какой-нибудь другой сторонний обозреватель говорил бы о том, что держитесь, ребята, до конца, но это было бы как бы несколько кощунственно к народу, который претерпевает вот эти последствия войны. Ну а что у нас как бы в альтернативе? Какая альтернатива? Я знаю, что будет намного хуже, если будут уступки путинскому режиму. Будет намного хуже, и это не закончится на этом. То есть это станет просто этапом. Завершение Первой российско-чеченской войны привело к тому, что это не явилось признанием права чеченцев на свою государственность. Это стало лишь передышкой для российской стороны, для накопления сил, для учета ошибок и для новой эскалации, но с более худших условий для самих чеченцев. То есть то же самое ждет Украину, если будут сегодня вот какие-то подобные переговоры, даже остановка военных действий, вот приведет, ну это очевидно, да, поэтому в этих условиях сегодня то, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы были гарантии, то есть остановка войны для него связана именно с гарантиями безопасности для Украины, и сегодня уже мало кто даже говорит о границах 91 года, о чем мы слышали в начале войны, но так, мне кажется, нужно этого добиваться, то есть не может быть никакой остановки войны, пока территории Восточной области Украины находятся под оккупацией. Это станет плацдармом для дальнейшего наступления на Украину, однозначно. Угу. Давайте попробуем смоделировать, потому что, возможно, то, что для вас очевидно, для многих из нас не очевидно. Давайте попробуем тут разобраться. Итак, первое. Вы говорите, будет намного хуже, если будут как бы уступки, остановка войны приведет к тому, что плацдарм и будет использоваться. Как вы это видите? Вот есть американцы, которые хотят остановить войну. Проводится в жизнь какое-то мирное соглашение. Россияне его что? Тупо дальше нарушают. Да. Я правильно понимаю позицию? Ну да. И что будут делать американцы? Тоже ничего. Послам Японии однажды Бисмарк, канцлер Германии, сказал, что суверенитет страны – это то, что вы сами себе позволяете. То есть суверенитет Украины не требует, чтобы вы озирались там на… Окей, хорошо. Да, то есть вопрос территориальной целостности и независимости Украины всецело находится в руках самих украинцев. Окей. Но при этом тут же вы говорите, что президент Зеленский правильно делает, когда он требует гарантий безопасности. А от кого их требует в таком случае? Не, но при этом Украина, будучи суверенной страной, это не значит, что она живет где-то в вакууме. Мы же все-таки мир взаимосвязан. Требовать гарантий безопасности для того, чтобы регион был стабилен, надо. Но при этом добиваться… Кого и каких? Что делает Россию агрессивной? И честно, я теряюсь в догадках в ответ на этот вопрос. Возможно, она просто сумасшедшая. Не, это империя, это классическая империя. Империя может только воевать и расширяться, или же распасться и стать другой страной, правовым государством.
А империя, она до тех пор, пока у нее есть колонии и имперские основы, которые заложили отцы-основатели. То есть сегодня, когда говорим о каких-то преобразованиях в России, они невозможны до тех пор, пока то есть не будет разрушен сам конструкт имперской России. И как его разрушить? И как это связано с вопросом о гарантиях? Ну, понятно, что нужно победить. Вот, давайте, Николай, немножко перейдем на другую плоскость. Вот это все, вот если вот так задавать вопросы, все заходит в тупик. Мое видение, я считаю, что в самом начале войны, когда силен был акцент на украинский народ, когда раздавалось оружие прямо на улицах, когда тероборона могла действовать на свое усмотрение, я как-то разговаривал с одним военным, он считает, что Россия тогда еще не начала настоящую войну, что она просто Путина ввели в заблуждение, что вас будут встречать с цветами. И вот только когда взялись как бы за настоящую войну, она перешла в ту фазу, в которую она перешла. Я так не считаю. Я считаю, что Россия всегда так топорно начинает, потом она приноравливается к новым условиям новой войны. Каждая новая война, она все-таки имеет какие-то свои особенности. Но в начале у украинцев, у украинского народа было понимание, что это народная война. Постепенно вот это снизошло к тому, что война стала... Эта война перешла в фазу войны двух систем государственных. Российского государства и украинского государства. Вот то, что не сохранили дух народной войны, мне кажется, вот в этом есть самая основная большая ошибка начала войны. Если бы она продолжилась как в качестве народной войны, уже к середине 23 года, на мой взгляд, это субъективно все, конечно, была возможность сокрушить российскую армию и вернуться к границам 91 года. Каким образом сокрушить? Как бы это произошло? Никакая армия не может сокрушить народную армию. Не, ну это, смотрите, я при всем уважении, но это лозунг. Ну, вот если мы видим там, допустим... лозунг, который имеет исторические подоплеки. Я имею в виду театр боевых действий. Да. Я перепрошую, что перебиваю. Вот театр боевых действий. Вот у нас там враг стоял, там Харьковская область, Херсонская. Конец 22 года. Херсон, Харьков, значит, Харьковская операция. Херсонская операция. Да. Враг ушел и из Харьковской области тоже ушел. Что дальше надо было делать? Где каким образом сокрушение бы произошло? Ну, если даваться в детали войны, там много о чем поговорить. У меня было свое видение, что нужно бить именно по Донецку. Вот взять даже опыт Чеченской войны, до 1000, ну это один полк, да, всего лишь, до 1000 бойцов, ну в количестве там группами до 40, до 50 человек, это мобильные, они могут просочиться через любой фронт, тогда еще не было вот этих минных заграждений, могли просто зайти и взять ключевой пункт, а мне кажется, ключевой пункт этой войны является Донецк. Тогда ситуация просто, она и психологически была бы надумана. Не всегда же победа означает сокрушение врага физически. То есть моральное сокрушение врага ведет и к физическому сокрушению. Это чисто чеченского. Чеченцы так делали и взятием Грозного, атакой там, на Кизлярскую вертолетную базу, там, другие какие-то глубокие рейды в тыл врага. Ну, Европа не хотела подобного развития, это запрещалось Украине. Украина не могла поступиться хорошим отношением со своими стратегическими союзниками, придерживалась каких-то правил, в то время, когда, на мой взгляд, опять-таки субъективно, придерживаться этих правил нельзя было. Действительно, в начале войны российская армия претерпела шок от неожиданного сопротивления. И вот этот натиск, вот этот... кураж, его нужно было как бы продолжать дальше. То есть, а это могла сделать только народная армия. Конечно же, при военном как бы руководстве самого регулярной армии имеется в виду. Да? То есть это нужно было как-то сочетать, вот этот народный порыв и мастерство военного руководства. Ну, естественно, политическое руководство должно было как-то именно на эту ситуацию подводить какие-то политические реалии, да, как-то объяснять это перед европейскими союзниками, что это была необходимая мера, чтобы не было каких-то там, не знаю, может быть, санкций уже против самой Украины. То есть это такая системная работа. Ну, а дальше уже я говорил, что россияне, они только кажутся такими, они умеют приноравливаться к новым условиям, что они будут у вас же учиться воевать, и эта война станет сложной и затяжной. Но
Это все как бы нет сослагательного наклонения в истории. Это все уже случилось. Сегодня война Да. стала затяжной. Просто мы разговорились об этом, но я просто рассказываю о своем видении. Я причем Да. это не только сегодня здесь в студии говорю. Об этом я говорил тогда, в самом начале войны, когда я приехал в Украину. Окей, переносимся к сегодняшнему Да. видению. Вы так мастерски ушли от вопроса про гарантии. И как бы я не то, чтобы я хотел вас загнать в угол. Мне Я хочется, понимаю. понимаете, мне хочется, чтобы у нас не был обмен лозунгами, как бы, потому что я тоже могу лозунгами поговорить. Да. И я поговорю лозунгами, вы поговорите лозунгами. Добавочной стоимости это не принесет, и аудитория это чувствует. Аудитория это видит, и она как бы и про вас скажет нехорошие слова, и про меня скажет нехорошие слова. Ну да. А у меня нету этой цели. У меня нету цели, чтобы они про вас говорили нехорошо или про меня. Поэтому я хочу докрутить вопрос гарантии. Смотрите, тут почему я буду задавать этот вопрос, настаивать на получении ответа. Не в том плане, что я вижу в вас эксперта, который должен... Я им не являюсь таким. Да, я Да. хотел бы, чтобы мы поговорили просто в данном случае как люди, у которых есть некое видение, и мы опираемся на какой-то определенный опыт. Смотрите, я когда разговариваю, например, с азербайджанским коллегой вашим, Резваном Хусейновым, историком также, Да. он говорит прямо, он говорит, смотрите, вы хотите, значит, чтобы в России произошли изменения и Путин ушел. Вот я вам, говорит, утверждаю, что вы сами затягиваете этот процесс, что чем раньше вы договоритесь с Россией о приостановке боевых действий, тем раньше начнутся изменения в Российской Федерации, потому что вся эта масса, которая сейчас стоит у вас на кордонах, она в основном схлынет внутрь России и устроит большие проблемы самой России. Россия не выдержит как бы этого напряжения, потому что Россия потеряла огромное количество людей, принесло их там в жертву. Ничего особого такого сверхъестественного не добилась, если говорить за цель, допустим, захватить всю Украину или Киев, как бы этого нету. Лишить Украину там Черного моря, этого нету. То есть да, есть сухопутный коридор в Крым, это тяжелая потеря, это неприятная история, лишение там Азовского моря, это как бы на данный момент очень неприятная история. Но перспектив отвоевать это сейчас нет. И если их нет, значит, как бы нужно делать все для того, чтобы перестраиваться внутренне. А почему нет перспектив? Почему так считаете? Ну, потому что очень сложно на фронте сейчас вести войну, преодолевать киллзоны, то есть техника не ездит, люди ходят пешком по 20 километров, там доходят до опорных пунктов. Выковырять их из опорных пунктов сложно. Российская Федерация там идет в мясные наступления. Если мы делаем мясные наступления, у нас те же самые плохие результаты. И как мы не бьемся всем миром и говорим, что мясных наступлений быть не должно, наше военное руководство повторяет как бы эти ошибки. Поэтому желание как бы отвоевать чего-то там понятно, но перспектив не видно. Может, я плохо вижу или что-то не знаю. Вы знаете какую-то иную реалию фронта. Поделитесь оптимизмом и перспективой. Нет, я, конечно же, абсолютно далек от того, чтобы учить украинцев воевать. И вообще я считаю, что вот это стереотипы, что вот чеченцы прирожденные воины, там кто-то еще воины, кто-то не воины, это все абсурд. А на самом деле чеченцы хороши у себя в Чечне. Лучше украинцев в Украине воевать никто из добровольцев не будет. Однозначно именно украинцы, украинский народ ведет вот эту войну героическую за это время. И реалии именно вот, я не знаю, войны, как ее назвать, степной война, да, если у нас там горно-лесистая война, то здесь степная война, то тут мы уже не советчики в чем-то для украинцев. Просто я считаю, что, опять-таки, прошу не воспринять это как лозунг, но на самом деле на войне всегда побеждает тот, у кого больше выдержки и терпения. Если сегодня сложно украинцам, сложно и России, но если завершить, приостановить даже войну на тех условиях, которых сегодня, сохранить статус-кво, то, получается, Россия выиграла. Дай я продолжу мысль. Да. И в этой ситуации вот ожидание, что вернувшиеся бойцы, да, что они как-то сокрушают власть изнутри, это ложное ожидание. Это ложное ожидание. Да, если бы был явный проигрыш России в этой войне, то есть они уходят с того же перешейка к Крыму, или же теряют Донецк, или какие-то другие ключевые пункты, тогда ваш сценарий вероятен, я с этим согласен. Но при статус-кво этого сценария, на мой взгляд, не будет.
Я просто, смотрите, я не хотел проявить неуважение своим смешком. Да. Смысл в том, что мы здесь, в Альфе, в частности, ну, как бы стараемся отойти от взгляда поразка перемога. То есть, мне кажется, кощунственным в какой-то степени продолжать аудитории нести эти вот, как бы, эту парадигму, либо победа, либо поражение, ну, потому что много войн заканчивались иначе. Мы просто не смотрели на эти войны в мире. Мы были инфантильны, мы были пассивны, да, нас ничего не интересовало, и поэтому мы не смотрели, как заканчивались часто войны, как они развивались, кто там страдал. Как только страдание коснулось нас, мы сразу начали пересматривать свои взгляды, в том числе и на вашу войну, Да. к которой в основном украинцы относились абсолютно параллельно, да, будем говорить так. Ну, то есть она не волновала большинство украинцев. Сирийская война, Ирано-Иракская война. То есть мы не смотрели, как это все происходило. Поэтому мы продолжаем жить вот в этой парадигме победа-поражение. Снова-таки, это не моя мысль, это мысль вот Гусейнова, историка конкретного, Да. на которой я ссылался. Почему она для меня важна? Потому что Азербайджан же ведь прошел этот путь. Да? Да. Их захватили, как бы там часть оккупировали, Карабах был оккупирован. Россия очень долго держала этот регион, скажем так, за причинные места и не давала развязаться этой истории. И вот сейчас, когда Россия ослаблена, Азербайджан сумел воспользоваться вот этой такой геополитической конъюнктурой, но выстраивая перед этим 2 или там 3 десятилетия, кто как бы скажет, какая оценка по выстраиванию, сильные позиции для себя, сильной армии, сильные позиции, сильные системы. И они смогли этим воспользоваться. Плюс у них сильный союзник Турция. Как бы, то есть они выстроили конфигурацию, при которой они смогли легко, ну, относительно легко реализовать свое вот это вот накопленное преимущество. Мы не находимся в этой позиции до сих пор, потому что нас устроила позиция, что мы такой фронтир, форпост Европы, мы сдерживаем, значит, Европу от зла. Если не мы, то Орда российская кинется в Европу и, собственно говоря, там наделает тоже плохих дел. И мне кажется, что азербайджанцы имеют такое рациональное видение, когда они говорят о том, что позиция фронтира – это не позиция общегосударственная, нужно из нее выскакивать любой ценой. И вот то, что подтверждает еще, это израильтяне, для которых военное такое состояние – это системное состояние, да, они постоянно находятся, условно говоря, то ли в подготовке к войне, то ли в войне непосредственно, к военным действиям. Плюс еще много театровых военных действий. Вот, которые говорят о том, что мы неоднократно выходили из разных территорий, в том числе под давлением американцев, для того, чтобы достигнуть какого-то прочного мира с тем или иным врагом, например, там, Египтом, Иорданией. Вот. И мне кажется, что нам нужно смотреть на этот опыт, потому что мы в Украине, на мой взгляд, ведем сейчас себя так вот в этой войне, будто бы она последняя. И вот сейчас мы вот еще мы там поднатужимся, как вы сказали, любыми доступными силами нужно продолжать эту войну. То есть и вот мы вот эти любые доступные силы реализуем, и будет продолжение войны, и тогда не будет повторения чеченского сценария. Может и так, может и так. Но есть вот этот другой опыт, и мне кажется, что мы его вообще не учитываем. Вот есть такое ощущение. У вас нет такого ощущения, что мы не учитываем опыта других войн в мире? Николай, ну, прежде всего я хочу сказать, что да, я не эксперт, и у меня нет такой цели, чтобы показать, что вот моя точка зрения, она самая идеальная, что у меня просто другая точка зрения. Смотрите, я не считаю, что Украина или украинское военно-политическое руководство сегодня не учитывает мировой опыт. Опыт Израиля, он сегодня не совсем уместен для Украины. Okay. Почему это? Ну, об этом можно поговорить. У нас сейчас как-то разговор зашел именно вот в эту плоскость, но давайте тогда дальше будем его как бы раскручивать, оставим все другие темы. Если о чем-то заговорили, мне кажется, важно договорить об этом. Поддержу. Да. Опыт Нагорного Карабаха, опыт Азербайджана-армянской войны, вот, учитывая. Я тут считаю, что изначально неправильно говорить о том, что то, что было... Цель какова была у России в этом конфликте? Завязать две соседние республики в такой конфликт затяжной, чтобы блокировать волю вот этих обеих народов в противодействии российскому империализму. В Украине такой цели у России нету. Здесь как раз-таки у России стратегическая цель, и она рвется дальше. То есть
Там у России не было цели, скажем, продолжать наступление армянской стороны до Баку. Была бы такая цель, они ее и профинансировали бы, и, не знаю, додали бы оружие, сделали бы это. Им нужен был именно такой конфликт. Мгм. У Украины же не такая ситуация. То есть, если мы говорим о том, чтобы приостановить войну, и потом как-то там, я не знаю, перестроиться, учитывать какой-то опыт Азербайджана, армянской войны, то здесь этого не выйдет, потому что Россия не будет просто считать, что здесь вопрос решен, и там, скажем, перебросить свои усилия или же в Балтийские страны, или же куда-то еще. На самом деле развал СССР, то, что Путин считает трагедией 20 века, развал Советского Союза, геополитическая трагедия 20 века, началось именно с воли украинского народа к независимости, когда, несмотря на уверение Джорджа Буша-старшего о том, чтобы сохранить Советский Союз, подписать вот этот обновленный советский договор, все-таки тогдашнее руководство Украины, сам украинский народ проявили волю к независимости, но не только, но прежде всего это Украина, на мой взгляд. То есть каким-то образом переплетаются судьбы чеченцев, украинцев. Украинцы стали триггером развала Советского Союза, чеченцы хотели его продолжить уже на уровне Российской Федерации, хотя они не входили в нее никогда, но нас причисляли к территории, которая является частью Российской Федерации, хотя мы федеральный договор не подписывали. То есть на нас это было остановлено, и теперь Россия уже со своими имперскими амбициями вернулась через 30 лет, вернулась в Украину. Да. Здесь, если это будет закрыто, они будут его закрывать, вот эту тему, или эту дыру, своей бреши вот в этой обороне своей империи. Только после этого у них как-то взгляды устремятся дальше, может быть, в Восточную Европу. И остановить войну так, чтобы вот это, как у азербайджанцев, чтобы был какой-то временной период для переосмысления, переоснащения армии, переустройства, может быть, каких-то государственных институтов, такого шанса у Украины, на мой взгляд, опять-таки субъективно, не будет. Вот почему я считаю, что приостановить войну сейчас для Украины это стратегически то есть это не является хорошей идеей, на мой взгляд. Окей. Хорошо. Теперь крутим в другую сторону. Давай. Получается так, что если это вот так, и мы исходим из того, что шанса у нас на переустройство не будет, и остановка войны, выход из Донбасса было бы ошибкой, то тогда мы находимся в таком военном треке, который действительно крайне угрожает Европе, всем европейским народам. Чем? Тем, что Россия ж как бы может, если Украина падет. Да. То есть получается как, шанса на паузу нет, на переустройство нету. Выход из Донбасса ничего не решит. Россия пойдет дальше. Украинская армия, украинский народ, значит, находится в худшем положении в такой ситуации. То есть права на маневр нету, на военный никакой. То есть получается, все это очень угрожает Европейскому Союзу, европейскому сотрудничеству стран. И в таком случае получается, что страны Европы должны были бы прийти в военное положение незамедлительно сами, учитывая все как бы риски. То есть мы бы должны были тогда видеть изменения общественной жизни, политической жизни внутри самих стран Европы. То есть там нужно было бы тогда оглашать какие-то мобилизационные тоже действия, набор добровольцев, отправку как бы их в Украину и совместные военные действия. Почему мы этого тогда в таком случае не видим? По моим наблюдениям, сейчас в европейских странах среди политиков есть тенденции к тому, что начинает осознавать угрозу в полном масштабе, да, чем это может грозить для Европы. Это понимание больше в Восточной Европе, меньше его в Центральной и совсем мало, можно сказать, в Западной, во Франции, где я живу, в частности. Нужно понимать, что политика даже не просто там всезнаки, это все-таки психология. Вот я помню в Чечне, если обыватель мог понимать, что война неизбежна, то были много наших руководящих должностных лиц, которые абсолютно не верили в возможность войны даже при очевидных признаках. Когда уже даже бомбили территорию Чечни,
Они говорят, что это какое-то недоразумение, вот сейчас все как бы образуется, это какая-то ошибка, что войны не будет. И точно так же у европейских политиков есть вот такое ошибочное мнение, что вот та безопасность, которая была предоставлена, скажем, защитой Штатов для Европы после окончания Второй мировой войны, что они в этом могут пребывать бесконечно долго. У многих политиков есть вот такое ощущение, и они пока что, вот пока их не стряхнет, они не пробудятся. Есть только какое-то количество политиков, которые начинают понимать, и то больше, скажем, больше под давлением экспертов, аналитиков, нежели из собственных каких-то там, я не знаю, умозаключений. Поэтому это так долго все раскручивается, но от этого не значит, что есть пословица какая-то индийская или китайская, я сейчас могу ошибиться, что от того, что ты не осознаешь, что перед тобой в джунглях тигр, это не значит, что он тебя не сожрет. То есть европейцы могут это и не понимать, не осознавать, но реальная угроза России, она никуда от этого как бы не улетучивается. Мгм. Мгм. Так, смотрите, но при этом, при всем, у нас есть публикации. Вот, например, Wall Street Journal в самой Америке пишет про Европу и пишет о том, что 6 апреля публикация. Живой щит для Европы. Почему война в Украине играет на пользу Западу? Война в Украине играет на пользу Европе. Европейские лидеры рассматривают фронт в Украине как живой щит против агрессии Кремля. В Евросоюзе признают, что наша страна играет стратегическую роль для блока, а именно за счет войны европейцы пытаются ослабить военный потенциал России и заставить Москву принять международные обязательства, которые сделают новую агрессию невозможной. Если же этого не удастся сделать, угроза для Европы возрастет. Если это является подтверждением того, что европейские лидеры как бы понимают, с чем они имеют дело, то тогда их отношение как бы к Украине тоже крайне цинично, инструментально, едва ли не это там обмен денег на людей, да, покупка Европой жизни украинцев для того, чтобы получить живой щит. То есть, причем живой щит, слова пишутся прямым текстом. То есть это не я их выдумываю, это я их читаю из интернета. Вот такая история. Как к этому относиться? Как вы к этому, как вы это читаете и что думаете по этому поводу? Ну, для нас это не ново. Когда чеченцы воевали против России 1 на 1, против ядерной державы, против самой крупной страны мира, ну, Чечню не могли найти даже через лупу на карте мира. Тогда были высказывания разных европейских политиков о том, чтобы завершить войну побыстрее и малой кровью. То есть убить Чечню, так скажем, да, образно, не воспрещалось, но побыстрее и малой кровью. Цинизм всегда был в европейской политике, он и остается. Но это не значит, что само общество все пропитано цинизмом. Там есть и люди совести, которые понимают, которые призывают к тому, чтобы помогали Украине. Ну и тем не менее, большая политика нас всегда цинична. То есть это не значит, что для украинцев, понимая, что они стали жертвой вот этой большой геополитической игры, а что могут предпринять украинцы, или что могли предпринять тогда чеченцы? Мы что, поняв циничность того, что нас используют как разменную монету, должны были просто оставить борьбу и сразу сдаться российской агрессии, тогда чеченцы, чтобы вы понимали, у нас есть только одна граница с сопредельной страной, это граница с Грузией. Да. И эта граница представляет из себя Кавказский хребет высотой от 4000 метров и выше. Да. То есть это на самом деле не граница, это закрытый такой забор, в который в год, может быть, несколько месяцев на каких-то южных животных можно перенести ограниченное количество какого-то полезного груза для войны. Да. И не было тыла, не было, но были финансовые влияния в Россию, потому что тогда Россия в экономическом, финансовом она представляла плачевное состояние, не то, что нынешняя Россия. Но тем не менее Европа помогала именно России. И все же чеченцы победили в Первой российско-чеченской войне и боролись до 1921 года во Вторую российско-чеченскую войну. То есть из последних сил
И будет Чечня чуть покрупнее, будет у нее возможность даже той же с Украины, я думаю, это имело бы успех. Поэтому я считаю, что Украине все-таки нужно бороться, а не искать пути выхода из... Ну, не то, что пути выхода надо искать, но не пораженческие. Мне кажется, что это все-таки пораженчество сказать, что вот мы не справляемся, давайте остановим войну. Это все-таки пораженчество. Отвечу не своими словами. Герой Украины Владислав Стоцкий в интервью Гордону Дмитрию не так давно сказал, что нам говорят, я постараюсь буквально дословно это воспроизвести, но за суперточность не ручаюсь, тем не менее смысл я передам верно. Он прямо сказал о том, что, значит, я слышу, что говорят, что если мы выйдем из Донбасса, это предательство тех, кто погиб, обороняя его. Говорит, а если мы не выйдем из Донбасса и 2, и 3 года там будем продолжать войну, разве мы не предадим тех, кто погибнет за это? Ну, суверенитет всегда имеет высокую цену, самую высокую цену для нации. Конечно, я понимаю, что если не в цифрах, то в судьбах людей это чей-то сын не вернулся или вернулся калекой. Я не считаю, что я аморальный в своих в своем упорстве, да, что нужно продолжать, потому что в моей семье, если не считать сейчас выросших детей, я единственный выживший мужчина из моей семьи и сам ранен. У меня погибли братья, родные, двоюродные, отец погиб. Ну, поэтому, если меня спросить сегодня, готов ли бы ты был, если бы ты знал, что станет так, вышел бы на тот же путь и продолжал бы так же, я не изменил бы свое мнение и сейчас. Я единственное предпочел бы, чтобы погибшим сначала был я, а не мои братья. Вот, поэтому Украина еще имеет силу бороться. И силы этих немало, насколько я вижу. Если уйти как бы от персонализации и перейти к цифрам, 1/3 погибших чеченцев в ходе этих войн, это для украинцев по аналогии где-то 15 миллионов жертв. Таких жертв Украина не несла, и у нас говорят, альхамдулилля, и я надеюсь, что не понесет. Но говорить уже сегодня о том, что нужно останавливать войну и искать пути выхода из ситуации, я считаю, это неправильно. Я другого приведу бойца Збройных сил, Кирилл Верес, говорит о том, что если перемирие будет, условно говоря, постановка войны будет на год, 2, 3, я, мол, не согласен. Но если мне скажут, что война не повторится никогда ценой уступки каких-то территорий, для меня это будет приемлемо. Ну, так в этом-то и вопрос. Никто не даст таких гарантий, что она не повторится через год, 2, 3, 5, может быть даже 10. Вопрос только в том, в каком состоянии окажется Украина и Россия. Я считаю, что все-таки возможностей у России больше. Почему? Во-первых, у них сам политический истеблишмент, сама система государственности настроена на милитаристскую политику, на агрессивную политику. И они будут точно заниматься тем, что они будут готовиться к очередному рывку, к реваншу. И нет уверенности, что Украина использует эту передышку в такой же должной степени так же эффективно, как Россия. А почему-то вот такое мнение об Украине? Потому что все-таки украинское общество, оно демократическое общество. А где тут роль демократии? Роль демократии в том, что диктатуры всегда способны сильнее концентрировать усилия общества на негативные какие-то процессы, как война, как разрушение, нежели демократическое общество. Ну, смотрите, давайте возьмем сегодня войну, которая случилась против Ирана. Да. Ее ведут, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки. Ну, наверное, можно иметь претензии к демократичности внутри Соединенных Штатов Америки, но это демократия. Да. Израиль – это тоже демократия. И они, когда вопрос стоит о стратегических интересах, они проявляют себя максимально эффективно. То есть можно сказать, что особенно маленький Израиль, который ни в какое сравнение не идет даже с Украиной, это было бы может быть, пол одной области украинской, да, по размерам, еще и такой тоненькой полосочкой,
не каким-то не анклавом таким, не кругом, как бы, не квадратом. Вот. Тем не менее, то есть страна показывает, и Израиль, и Соединенные Штаты Америки показывают там сверхэффективность, особенно Израиль. И для меня вот израильские оценки – это первое мерило успешности в военном плане, чисто атаки против Ирана, потому что все-таки Иран, по сути, уничтожили в военном плане. Да, там какие-то есть моменты с этим проливом, как бы, но это же одна точка на карте, я уверен, что ее как бы разблокируют со временем. Вот. Во всем остальном эффективность подтверждена. А диктатура Ирана как раз показала полную как бы тут фейковость, да, то есть это такой картонный такой колосс, как бы, который рухнул, и все, никого не осталось. Всю гидру уничтожили. Может быть, мы ошибаемся с оценкой эффективности диктатур? Нет, диктатуры, это же не только Иран и демократия, это не только Штаты, там есть все-таки исторические подоплеки самих стран, но Иран всегда, он и во время Александра Македонского оказался колоссом на глиняных ногах, и во время расцвета мусульманской цивилизации мы помним, что он также сильно рухнул, то есть при этом Иран все время как бы восстанавливается в качестве такого преемственного государственности на этом геополитическом пространстве. У Штатов своя история. Но отвечая сразу на вопрос, не уходя далеко в дебри, я не вижу, что вот молодая Украина, да, все-таки это молодая государственность, что у нее есть какие-то, даже в ее истории, какие-то предпосылки к тому, что вот она воспользуется так же эффективно периодом передышки, как однозначно им воспользуется Россия. То есть мы должны эти вещи понимать. Не все вещи как бы объяснимы логически, но есть даже какое-то интуитивное восприятие ситуации. Я чувствую, что если сейчас, пока украинский народ борется, он имеет больше шансов, нежели когда он остановится, его 100% переиграет Россия. Как переиграла чеченцев. То есть это интуитивный вывод, основанный в первую очередь на драматическом опыте Ичкерии, который, безусловно... Ичкерии, можно сказать, но я все-таки по профессии историк, и Украины. Но когда Украина могла выгодно воспользоваться для себя, скажем, каким-нибудь периодом. Вот возьмем период начала 20 века. Красная армия проиграла, отошла, в том же противоборстве с Польшей, да, а потом уже вернулась более усилившись. Естественно, она не добилась всех своих положенных целей, но именно период перемирия она всегда выигрышно для себя обыгрывала Россия как империя. Украина и в 20 веке, и, может быть, предыдущие какие-то периоды истории, я не вижу примеров, что вот Украина могла бы отойти, набраться сил и дать такой удар, что это послужило бы примером, что, украинцы, они должны ощущать вот эту ситуацию, что вот они смогут так сделать. Есть такое ощущение у вас, к примеру? Мне кажется, что против этого ощущения работают такие слова, когда мы говорим, что Украина этого, мне кажется, не может сделать, потому что мы там, украинцы, чего-то там не такие. Или у нас нету какого-то там исторического опыта. Мне кажется, что если мы хотим, чтобы в народе было иное мнение, то мы должны прямо им говорить, что на самом деле мы сможем, что у нас это может зависеть, конечно, от ряда факторов. Тем более, что в нашу пользу играет смена технологических укладов. То есть мы сейчас видим, как характер войны меняется, чисто технологически он меняется. То есть сегодня роботизированные системы выходят на первый план. Беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект, роботизированные системы и наземные, и подводные, и подземные, и чего тут сейчас только может не произвестись. И украинцы в этом креативны. Я вижу огромное количество изобретений, которые украинцы как бы производят. Это может быть абсолютно нашей национальной стратегией, как бы не только выживания, но и экспортной. Мы можем это производить для всего мира. И как показывает сейчас то, что произошло с монархиями залива, им нужны решения, которые украинцы наработали. Может быть, эти решения не самые доскональные, может быть, они там не сверхопробованные, может, у нас чего-то там упущено сильно, но мы, находясь в этой вот такой тяжелой войне, мы приобрели и те преимущества, которые нам позволяют сказать о том, что мы на самом деле и можем тоже. Поэтому, мне кажется, тут вопрос именно ответственности за определенный пропагандистский такой уклон. То есть, если мы говорим людям, что они не могут, знаете, как это же даже на рак влияет, на лечение рака, да, там, эффект плацебо. Если человеку говорят, вот
тебе таблетка, она тебе не поможет, скорее всего, никак. Ну, люди умирают. Согласен. А если говорят, что твоя таблетка вот это очень там новое лекарство, зная, что там просто мел, да, как бы люди выздоравливают. Есть связь между тем, что мы людям говорим, и то, во что люди верят. Особенно то, что касается своих сил. Есть, я согласен. Ну, тут я вынужден немного отступить от позиции своих. Да, самое неблагодарное – это как бы предсказывать будущее. Сказать, что вот вы точно проиграете, если остановитесь, это будет неправильно с моей стороны. Есть возможность, что перерыв будет как бы на пользу украинцев, что действительно украинцы очень смышлены в каких-то новаторских идеях. Вот именно вот когда вы об этом упомянули, я чуть засомневался как бы в своих утверждениях. Возможно, что именно так и будет. Но, тем не менее, я все-таки остаюсь при своем мнении. Это такое интуитивное ощущение ситуации. Да. Оно меня все-таки не покидает, что останавливаться нельзя. Почему? Потому что более вероятно вот эта выдержка украинского народа, упорство, оно приведет к крушению путинского режима и развалу Российской империи, нежели то, что остановить войну, обозначить статус-кво, потом переиграть ситуацию. На мой взгляд, вот первая ситуация, она более вероятна, нежели вторая. Окей. Развал Российской империи. Как вы видите, что он произойдет? Насколько, как вы это реалистично вот можете описать? Вот что это может случиться? Сценариев много, но, на мой взгляд, более вероятен сценарий Первой мировой войны. Вот в начале войны я разговариваю с украинцами, с чеченцами, у нас тоже есть свои вот эти прогнозисты, да, там эксперты диванные, сколько их развелось, что вот, да, вот сейчас там обещали нам по каким-то срокам, вот будет это-то, то-то. Но это все уже как бы ушло, сейчас даже незачем об этом говорить, но, на мой взгляд, опять-таки, это может завтра измениться. Не будет сценария развала Советского Союза, что вот просто разбегутся мирно по национальным квартирам республики и все. Для этого нету многих причин, да, которые были к моменту развала Советского Союза. Я разговариваю с украинскими военными, говорил, что, во-первых, у автономных республик, которые, субъектов Российской Федерации, нет того населения, которое было у союзных республик при Советском Союзе. То есть, если 300 миллионов Советского Союза – это половина это русские, скажем, этнические русские, и половина другие этносы, то есть это равные как бы на чаше весов по численности, то сейчас где-то от 20 до 30 миллионов нерусских на 110, минимум 100 миллионов русских. Это раз. Территориально это второе, как бы тоже соотношение не в пользу республик. Третье, если союзные республики имели границы с сопредельными государствами, то в большей части субъекты Российской Федерации являются анклавами внутри государства. Зрелость политических элит национальных тоже оставляет желать лучшего, может быть, за исключением татарского народа. И многие другие факторы. Потом, уже говоря о самих русских россиянах, нет лидера, подобного Ельцину, да, который понимал, что нужно отпускать союзные республики, чтобы удержать, чтобы восстановить, скажем, именно российское государство, а не полиэтничное государство типа Советского Союза. Нет такого лидера. Напротив, есть Путин. И многие другие факторы. Нету, скажем, в мировой политике лидеров, подобных политикам той эпохи европейских государств. В совокупности эти факторы вообще говорят о том, что сценарий развала Советского Союза не предвидится. А то, что Россия самонадеянно пошла на открытую агрессию против Украины, как в начале Первой мировой войны она вступила в альянс против Союза Пруссии и Австро-Венгрии, и затем поплатилась именно развалом самодержавия. Вот подобный сценарий, мне кажется, более вероятным. Не в точь-в-точь, потому что не бывает точного повторения. Это такой шаблон, по которому может идти развал российского государства, и все же Российская империя, это такая псевдофедерация,
Вот мне кажется, так умозаключительно, что это может быть приблизительно вот так. То есть, что внутри там, столицы произойдет нечто обрушение власти. Да, что вот именно поэтому я настаиваю на своем видении сценария, что упорство держать оборону, насколько Украина обороняется не то, что удачно, даже последние месяцы я вижу тенденции, что Россия уже ослабевает на фронтах. Если натиск, скажем, в конце 2025 года был более силен, то с началом вот этого года все-таки он ослаб. С чем связан тоже вопрос, с началом войны в Иране или еще что-то. Но есть там совокупность факторов, которые для меня лично как бы являются императивом к тому, чтобы стоять крепко, и это приведет к развалу Российской Федерации. Окей, так, финализируем. Да. Вы сказали, вышел бы я на тот же самый путь, мол, да, единственное, что я бы хотел, чтобы я погиб там вместо моих братьев. Да. Это, с одной стороны, очень сильное утверждение, а с другой стороны, если брать относительно нынешней украинской войны, не кажется ли вам, что те люди, кто в Европе в том числе, говорят о том, что Украине нужно стоять, держаться любой ценой, то очень важно было бы тогда также присоединиться к Збройным силам Украины лично? Не. Каждому, кто говорит это. Это логично. У чеченцев, когда задают прямой вопрос, принято отвечать прямо, это логично. То есть сейчас вопрос в том, чтобы я присоединился к... Не, смотрите, я ни в коем случае не говорю вам, что вам делать. Я просто спрашиваю, как бы с одной стороны, у вас есть сильное утверждение относительно Ичкерии, своей страны, своего народа. И вы говорите, не задумываясь о том, что вы прошли бы тот же самый путь. Может быть, с еще большей жертвой лично от вас. Но когда сейчас речь идет об Украине, для которой вы предполагаете и описываете определенный сценарий, в том числе, и настаиваете на том, что нужно продолжать, нужно так продолжать, а не иначе, то логично было бы иметь и иное сильное утверждение в этом адресе. Вот смотрите, я поясню мысль. Мы не так давно здесь обсуждали философию, скажем так, современную Европы. Европа 2057, была большая конференция, на нее пришел некто там Славой Рыжик, европейский философ, который рассказал, как Европе как бы жить, какие у нее проблемы. Расписался в том, что проблемы эти большие, но как бы нету субъектности, нету понимания, что же делать. Вот мы там делаем все неправильно, а что делать, не говорит человек. И, на мой взгляд, как бы нету, и тут Дацюк говорил, Сергей, как бы украинский философ, что нету у Европы ощущения субъектности и своей ответственности за эту войну. Что никто не хочет брать эту ответственность. Да, я понял, что ваш вопрос, что у Европы нет. Но у чеченцев есть такая субъектность. Я прямо ответил на ваш вопрос, да, но мне, во-первых, сами украинцы, мои как бы коллеги, не позволили пойти по этому пути. Изначально, когда я привел Украину, была идея создать еще очередное подразделение, которое я сам возглавил бы. Но мы избрали другой путь, путь политического фронта в европейских институтах, международных институтах. И мне кажется, это было логично, потому что здесь в Украине уже функционировали тогда 2 батальона, а позже стало уже к тому моменту, когда мы создавали как бы свой проект политический, их стало еще больше. Поэтому мое личное участие, если что-то решит, и сегодня без проблем я готов участвовать, несмотря на то, что физически я уже не в той форме, был ранен, мне за 50, но если мое участие имеет значение, я готов принять участие. Да. Я не хочу ни в коем случае, чтобы вы подумали, что я прям настаиваю. Я понял, это правильный вопрос, да, поэтому я на него прямо и ответил. Да, те, кто утверждает, они должны показать, как это делается, и показать себя. Я с этим согласен. Но также важен и тот политический фронт, о котором мы с вами говорим, который не понимает, и чтобы они понимали, чтобы у них также проснулось чувство ответственности, совести, я не знаю, там, может, прагматика даже. Мы должны работать на том фронте. Чеченцы же проиграли, вот для примера, не только... Чеченцы даже не проиграли в военном отношении никогда, ни в первую, ни во вторую, но чеченцы проиграли и информационную войну, проиграли и дипломатическую войну. То есть наш проигрыш, он был связан прежде всего, что у нас не были сбалансированы вот эти силы
политическая воля, которая была, жертвенность воинов, которая была на высшем уровне, но не было ни информационного обеспечения должного, не было ни дипломатического корпуса. Вот сейчас как раз-таки мы стараемся в сотрудничестве с украинской делегацией Европейского института восполнить этот пробел. И мне кажется, это правильно и эффективно. Самый финальный вопрос. Да. Смотрите, вы говорите о создании батальонов в самом начале, Да. национальных, они были, я хорошо это помню, как бы процесс. А сейчас, насколько я помню, вот весь иностранный легион, ГУР, как бы вообще этот проект то ли прекращен, то ли прекратил полностью свое действие, то ли как-то он интегрировался иначе в Збройные силы Украины, мне это непонятно. Ну и прошло много времени все-таки, да, то есть как бы если мы говорим, что в начале война, она была бы там, если бы это закончилось за 2 года, то есть это было бы как бы одно течение войны, сейчас Да-да. это уже война затяжная, на истощение, это иное состояние войны. Давайте попробуем дать оценку. Первое, как бы тем национальным батальонам, которые вначале создавались и сейчас действуют, не требуется ли им существенная, скажем так, поддержка, подпитка, совершенно иное состояние их организационное, может даже политическое, потому что я как бы согласен с вами, что нужна информационная и дипломатическая составляющая, но было бы, на мой взгляд, очень как бы правильно видеть в таком состоянии войны, когда по всей Европе ведутся агитации вступить добровольцами, присоединиться к такому-то батальону. И мне казалось в начале войны, что такой процесс вот он обязательно будет, что в каждой европейской стране, в каждой стране вообще, которая поддерживает Украину официально, должны появиться такие возможности, должны появиться добровольцы, люди, там, ветераны, которые там многократно, ну, много лучше знают про войну, чем любой там украинский там слесарь-сантехник, условно говоря, или водитель, как бы, ну, которые попадают в Збройные силы. Вот. И этого, мне кажется, не произошло. Как ваша оценка? Насколько вот этот вот информационно-дипломатический фронт, почему вы называете его эффективным? Что позволяет вообще считать его эффективным, а не прямой рекрутинг добровольцев в Збройные силы Украины? Ну, как я уже говорил, вообще эта тема, это вода, в которую я не хотел бы вступать в нашем интервью. Объясню почему. Когда я приехал, ну, с определенной целью в Киев в этот раз, у нас была встреча в Верховной Раде Украины, и там, в принципе, вот эта встреча, основная суть этой встречи подведение итогов 3-летней работы, совместной работы нашего движения «Единая сила» и МФО, Межфракционное депутатское объединение Вильна и Ичкерия, созданное в Верховной Раде для сотрудничества с нашим движением на платформе ПАСЕ. То есть у нас сейчас там определенные сдвиги, да, то, что создана платформа для диалога с российской оппозицией, это уже как бы российское гибридное, то есть российское гибридное влияние захватывает плацдарм в европейских институтах, на мой взгляд. Но при этом есть возможность создать отдельную площадку, то есть у нас работа идет, там какие-то уже есть принятые резолюции. И когда я приехал сюда, у меня были намерения некоторых критических как бы замечаний в нашей работе. Ну, я приехал, увидел фильм, это такой трехмерный, как бы вот через специальное оборудование смотрит, фильм «Несломленная Украина». Там автор, вы, наверное, знаете. То есть вот этот фильм я посмотрел, и я вспомнил нас, ну, во время наших войн. У нас было тоже очень много недочетов, но когда нас кто-то критиковал, нас это очень сильно задевало, потому что мы истекали кровью, мы допускали ошибки, но мы делали все возможное от нас. Я вспомнил это состояние, а любое состояние забывается психологически по прошествии времени. И вот это было очень полезно. Я не считаю, что это случайно так получилось, что я посмотрел фильм, потому что все, что не происходит, это как бы имеет свою закономерность. Я просто воздержался абсолютно от того, чтобы делать какие-то критические замечания, понимая, что они есть при общении с своими коллегами в Верховной Раде. То же самое относительно нашего батальона. Есть очень много таких моментов критических, которые можно было бы высказать. Но я не считаю себя вправе это делать. Чеченцев здесь могло быть больше в начале войны, если бы были определенные другие шаги,
нужные шаги со стороны Украины, так скажем, обобщающие. Так как их не было, этот порыв ушел в первые месяцы войны, и чеченцев сегодня столько, сколько их сегодня здесь есть. Ну, я так понимаю, порыв ушел в первую очередь со стороны тех людей, которые живут Которые в были Европе. готовы И живут они в Европе в первую очередь. Европе, в Турции, Мгм. в странах Южного Кавказа, ну, по всему миру те, кто имеют колоссальный боевой опыт, воевали, оказались за пределами Родины именно из-за своей вот этой позиции активной. То есть эти люди могли бы воевать, могли бы готовить также плацдарм для деоккупации, и могли быть полезны Украине. Так, ну, смотрите, я не согласен с тем, что надо молчать. Потому что, на мой взгляд, единственный способ меняться – это критиковать. Критиковать не огульно, а предметно, аргументированно и как бы давать обратную связь, что называется. Да? То есть есть разные мнения, есть предложения, есть самые различные видения. Как бы, и если их не высказывать, то получится, что мы снова-таки входим в режим обмена лозунгами. Где-то посмотрели хороший фильм, где-то сказали сильную фразу, поблагодарили друг друга, разошлись, как бы, и ничего не поменялось. Не Николай, кажется ли вам, что это такая петля формируется, как бы, когда обратной связи нету, все просто делают, как бы, такой, ну, пафос в хорошем смысле слова, но он не ведет к изменениям. есть красная черта во всем, и важно ее не переходить. Потому что переход красной черты всегда означает, уже означает антагонизм, обратную сторону. То есть очень легко, не замечая самому, оказаться из героев в антигероях, когда переходишь в подобную черту. Кстати, я среди ваших участников, я за вами слежу, наблюдаю, есть подобные персонажи, люди Которые переходят черту, перешли уже и перешли давно да, черту. да. Кого вы имеете в виду? Ну, я уже взял свою позицию. Не говорить, предпочитаю остаться на этом. Ну, что же мы будем делать с этим? Ладно, хорошо, спасибо, Джамбулат. Я не буду вас мучить больше, потому что, мне кажется, это, может быть, я перешел черту в Нет, своих вопросах. абсолютно, вы были очень гостеприимны. Спасибо вам за интересную дискуссию, диалог. Надеюсь, не последний. Надеюсь. Спасибо, что согласились. Вы есть в Фейсбуке, в Ютубе? Да, есть у меня, есть в Фейсбуке, в Ютубе у меня неактивный канал, но, естественно, я всех своих подписчиков призываю подписаться и на вас, если они до сих пор не подписаны, что вряд ли, потому что... Ну и тем не менее, я их призываю, и до следующих встреч, как говорится. Есть. Спасибо. Подписывайтесь на Джамбулата. Все, на связи. Підтримуйте Збройні Сили України. Мы поддерживаем личные сборы военнослужащих. Как всегда, 93-ю бригаду на этой неделе поддерживаем. Ребята собирают себе денежку для Мавика, насколько я помню. Присоединяйтесь к этому сбору. Я еще раз напомню, что мы поддерживаем только личные сборы. Ребят, сами не касаемся этих денег, которые собираются для военных. Поэтому, если вам понравилось то, что мы делаем, поддержите в первую очередь их. Хотите поддержать нас, для этого есть банка на студию, спонсорство на Ютубе, на Патреоне, PayPal, эфир, биткоин. Все доступно, все в описании в трансляции. Всем спасибо, всем пока. Тихой ночи. До свидания.